29 мая. На улице пасмурно, холодная, мерзкая погода вообще. Никакого настроения вообще нету в такую погоду. Вышли на прогулку, сейчас 6 утра, 11 минут. Погуляем. Что-то Айда отстала, вон она. Айда свободная, щенка отдал я. Из нашего села тоже взяли. Так получилось, что со Сторожевска не приехали и отказались вообще от щенка. Ну, если передумаю, другой раз подарим. А сейчас Аида свободна. Так, сейчас на горку, как обычно, сходим и спустимся к речке. Спустимся к речке и посмотрим лодку, уровень воды также. Все посмотрим. Вот это да. Даже остров виден, блин. Так резко вода упала, даже так. Позавчера еще ходили на Троицу, переплывали, там острова не видно было. Сейчас сходим, посмотрим, что там. Эй, пошли! Давай спустимся здесь. Здесь еще не ходили. В прошлом году разок, наверное, сходил, показывал эти места. Тут особо тоже снимать нечего. Под гору спустимся. Вон тулан идет. Тулан. Пошли. Давай сходим к речке. Искупаешься. Когда-то тут тоже стоял дом. Разобрали, как будто ничего тут не было. Все гниет сейчас. Еще десяток лет и вообще все кустарники так останутся, вырастут деревья там, ивы, береза. Тропинка тут, дофига школьников здесь поднималось. Изо всех домов поднимали школьника, а сейчас, я не знаю, даже если посчитать, там пару штук детей, наверное, в этой стороне. Вообще школьников не осталось. Да, тут, конечно, ходили очень много народа из школьников. Считай, вот дом, но этот заброшенный, я даже не помню, что кто-то здесь жил когда-то. Может, жили, но мало помню. А вот соседний дом, вот этот дом, а там уже семья, наверное, больше 10 человек, 12 человек, наверное, в семье было детей. Это уже, считай, покрышка с прошлого раза еще здесь лежит, никому не нужно. Вот тут еще место такое большое было. Сельсовет мост тут сделал. Мост. Здесь за хлебом по этому мосту ходят люди. А туда не пойдем. Пошли. Туда. Айда вон летает. Везде уже зарастает все. Здесь этих ивы вообще не было. Скоро тайга здесь будет. Точно тайга. Если или елки еще будут расти. Так вот. Новые заборы. В прошлом году вроде этих заборов не было. Или было уже, что-то не помню. Главное, что старые заборы не убраны и ноги, сапоги не проткнут, блин, тут гвоздей. Мусора хватает. Сейчас пойдем, смотрим, что там на речке творится. Канаву надо перейти. Вот интересно, сможем, нет там.
Мост надо, где-то может кто, у кого-то есть. Лодка такая интересная. Аккуратно сделана тоже. Смотрите. Этот что-то уже грызет. Ну, как обычно. Три упруга и 3 доски. Для лодки вполне достаточно. Пошли. Грызешь всякую хуйню на. Лак, Тулан. А, канава высохла. Переход нужен тут. Переход. Ну, тоже сельсовет тут постарался в прошлом году что-то. Пытаются дорогу сделать для машины. Но пока ни хрена ничего не получается. Грязно не проехать, не пройти, можно сказать. В этой канаве сейчас весной где-то месяц, наверное, не прошло еще. Человек утонул, можно сказать. Ну, он подвыпивший был. И что-то у него в голове навигатор не так сработало. И не домой пошел, а в другую сторону. И провалился в эту канаву. Канава глубокая была. Вода текла тут. И, короче, он искупался конкретно и простыл. В общем, переохлаждение нашли утром. Нашли утром мертвый. Хороший мужик был. Хороший электрик. Ну, что поделаешь. Ну вот мы уже почти рядом уже возле речки. Моторы гоняют. Ну, блин, вон утка взлетела. Утка взлетела. Или не утка? Утка. Утка. Что за утка, интересно? Большая, крупная. Лисуха или кто? Охотники. Или свиясь. Похоже на свияжа. Свияж. Да. Точно, свияж. Потому что если из нырков он по воде побежал. Это-то. С утра уже на лодках бегают. Уже куда-то охотники ездят, поднимались вчера, сегодня спускаются. Там еще, ну, эта дорога, конечно, еле-еле идет лодка, а у этих конкретный мотор там бежит, конечно, мощно. Не знаю, сколько лошадей. Не видать. Вода упала. Ох, как упала. Я вам говорю, позавчера еще этого острова не было видно. Ну, чуть-чуть видно было, но не до такой степени, как сейчас. Серьезно вода упала, серьезно. А у тебя что за мотор там? Как будто с веслом идет. А, это охрана озера, наверное. Охранник. Ну да, вот будка на озере. Там, короче, охрана. Охранник. Не знаю, 3 лошадей, наверное, у него мотора. Может, меньше даже. Да, это, конечно, уровень упал, уровень. Не раз смотреть, сколько лошадей. Лодка для такого мотора, конечно, чуть-чуть великовата. Кое-как идет. Тут тоже новая лодка. Так, надо спустить
лодку. Ну-ка, парайники там, бля, кругом стекло. План, локоть. Ну да, тут уже можно пробовать рыбачить. Тут не такой, ну, такого течения нету. И глубина такая хорошая. Ну, будем уже скоро пробовать рыбачить. А ты смотри. Вот, наверное, сюда перетащу я. Как начал уровень падать. Все. Ну-ка, Мурат Андреевич. Хуп, и ведь ты мать. Грязнули такие бегают. А? Мой. Кукан. Лок. Лок, лок. Да. Придется поработать. Вот позавчера на окраине берега оставлял. На окраине берега. И, ну вот, где-то сантиметров 50 упало. Значит, этот островок виден был, я уже не помню. Но, да, видно было. Я еще поднимался повыше за островок. И перешли. И где вот бураном поднимаемся, там лодку оставляли и сходили на кладбище. Так было дело. Ну ничего, придется спустить лодку. Спустим и поднимем туда. Тут если не поднять, тут уровень такой, ну, мелководье, и каждый раз придется лодку спускать. А если туда поднимем, там глубокое место, и не надо лишний раз спускаться там, чтобы лодку спускать. Ну, да, это ночью здесь это поливало. Вон, пойди, грязная ты на. Тулан, локоть, лок. Айда, вон. Непослушный парень. Вот мне пишут, не надо подзывать часто. Но вот в таких ситуациях, когда он в мусорке копается. Локоть. Ну-ка, уйди, ты не меккар. И в мусорке копается или по стеклу бегает. Я всегда его позываю, ну, к себе подзываю. А если в тайге, конечно, не буду каждый раз я его звать. Как будто новичка учат, блин. И 100 раз уже написали, блин, пишут. Надоело уже эти комментарии читать. Если собака характер будет, у него, если будет поблизости у Айду, я уже переучить не смогу. Она от меня больше километра не отойдет. А были собаки, которые по 5 километров в сторону отходили и уходили. Такие собаки тоже, если честно, они не такие хорошие. Собака должна работать поблизости. Максимум километр. Это норма. Дальше километра, когда лает, там ходить в сторону из-за белки или еще из-за какой-то ерунды, тоже не очень хорошо. А когда до километра собака работает, ты отойдешь от своей тропинки или еще. Так что, если у собаки в голове программа будет там работать
с километра от хозяина будет так и бегать. Если 10 километров, он будет 10 километров бегать. Были у меня такие собаки, были, ребята. И я уже, он валяется в грязи. Я уже перестал отвечать на такие комментарии, что вот повторяются. Одно и то же пишут. Некоторые умничают, что много всего знают, что хотят меня чему-то научить, но я некоторые комментарии, к некоторым комментариям прислушиваюсь, даже беру на заметку, а с собаками уже не новичок. У меня уже не первые собаки, и много чего я, можно сказать, больше вас знаю. Так что пишите, в принципе, пишите, но ответа вы также получать не будете. Чего я знаю, и бывает так, напишут такие комментарии, и зло берет, там хочется тоже в ответ такие пошлости писать, но я понял, что отвечать бесполезно. Вот так. О, пусть купается. Ну-ка, давай тоже искупайся. Искупайся. Ага. Укуси еще. Ну, вон, я и говорил, за сторожем приехали. Ой, босс приехал. Босс приехал. Ну да. Крутые парни, в общем, там. Крутые парни. Арендовали озеро и, короче, возятся. Я не знаю, какие выгоды. Я там, в принципе, не вижу выгоды от того, что если арендовать какую-нибудь лужу, от этого какая польза будет, в чем выгода. Так, сейчас буду спускать я эту лодку, в общем. И весло, вот ключи забыл с будки, а у меня весло в будке. Ну, надо перетащить вон туда, повыше лодку. И на днях еще упадет вода, и уже будем подниматься в тайгу. Я на машине приеду к лодке, там вещи перевезу. Даже удобно будет. Я уж боялся, там, блядь, дороги через канавы нету здесь. А потом перетаскивать на себе тоже неприятно, тяжело. Но не так много вещей будет. Я моторка, там, бензин, там, еще рюкзак, пила, еще какие-то вещи. Но доедем на машине. Уже, я, в общем, ребята, жду погоды. Будет погода, будет поход на вторую избу. Кулик. А в такую погоду мне ехать неохота. Все приготовлено уже, все. У меня уже все наготове. Только остается только мотор проверить и подняться на избушку. А сейчас такой дождливый, вчера еще снег был, дождь. В такую погоду я подниматься не буду. Надо подняться, чтобы было тепло, чтобы душа радовалась в тайге. Было приятно, когда ты возле избушки, там дождя нету, не надо в плаще ходить. В общем, ждем погоды, и пока комаров нету, я обязательно еще поднимусь. Это уже в моих планах, и эти планы я не буду менять. Вот так. Фу. Там, ребята, застрял этот джип. Ну, или лодку. Лодку хотят приподнять буксиром. Фу. Тяжело, блин. Тяжело. Тащу одиночку. Тулан. 5 месяцев. Фотографию надо тоже сделать. 5 месяцев ему. Хвост пушистый становится. Ну, отсушка чуть-чуть проблема. Но я думаю, встану все равно. Витамины какие не найдет сам. Хотел вчера рыбий жир взять в аптеке.
Но у нас, как всегда, в Нюшере ничего нету в аптеках. Ни хрена. Вот так. А лишние химии, какие-то лекарства не хочу пичкать. И так уже 2 этих давал, как сказать. Ну, ой, блядь, вот чуму от всякой мультиканы эти. Я не одобряю их, конечно. Не одобряю, но сделал эти прививки. Тулан! Медвежонок, волчонок. А это прилетел. Грязнуля. Грязнуля ты. А? А, я думал, утки, блин. Это птица, оказывается. Да. Вон там кто-то. Ванька. Ванька убежал. Увидел, что снимаю, она убежал. Не успел заснять. Так, ладно. Дальше надо тащить. Ну, а дерну лежит. Я думал, лодку там дергают, а нет, джип. Потому что там, он где сейчас ил. Я один раз тоже на Жигулях сюда подъехал. И здесь вот как будто ровно все, но там такой ил, что машина не проедет. Было дело такое. Мы на войне. Я не давно. Думал, спрятался. Нет. Вон. Тащим лодку. Чини такое. Давай, садись. Да. Айда. Давай, садись. Вот молодец. Айда, молодец. Получем. Давай, садись. Тулан. Посажу его тоже. Давай. Тут. Вот так. Попробуем. Получится. Да. Вот так. Давай, давай. Сиди. Пускай. Привыкай от кладки. Угу. Удобно тащить. Пука, пука, пука. Пука. Давай, сиди. Вот так. Один, второй разы. Привык нет. Привык нет. Айда, пука. Глубоко нет. Глубоко нет. Я в коротких сапогах. Тулан, молодец. Привыкай. Молодец. Не понимаю, что с ним. Тулан, короче, катается на лодке. Вот так, молодец, молодец. Молодец. Тут уже глубоко. Такая глубина уже тут. Конечно. О, бля, сейчас вода упадет. Кругом затор опять будут. Фу, тяжковато будет подниматься. Ну, до сюда, вон какой ил. Прям, я не знаю, на лазике подъедем нет. Фу, глубоковато. Ну, это за сутку упадет вода. Дальше дожди у нас обещают уже. Еще дней 3. Там в субботу, наверное. Сегодня вторник, в субботу. Вроде как более-менее погода. Придется до субботы еще подождать. Люди ждут тоже тепла. Картошку не могут посадить. Не знаю, что с погодой. Тянется весна. Ну, для рыбалки, конечно, уже место есть. Все. Здесь уже будем пробовать. Тут уже глубоко. Тут уже тьма. Такой обрыв тут. Вот смотрите. Много достанут, но самое это вот здесь и оставим лодку. Все. Вот так. Туда. Ух, какой пацанчик растет. Айда, молодец, айда. Ай-яй-яй. Бля, грязные такие бегают. Подпускай к себе тоже. Все. Такое дело сделали нормально.
Я не думал, что так быстро уровень упадет. Непредвиденная работа получилась. И здесь уже хозяева тоже лодку оставили. Вода вон как падает. Вода упала и лодки уже на берегу остаются так. Лок! Где? Тула! Тула! Оп! Лок! Лок, 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 лок! Лок! Угощение дам. Пусть привыкает. Угу. На, это. Вот еще. Все, тырма. Дома покушаем. Аппетитно гуляли. Пошли домой. Лодку оставим, все. Так. Ну да, в принципе, пока пусть так будет завтра. Завтра снова придем, потому что если вода упадет там, да, придем. Надо вот прийти, потому что каждый раз приходится спускать лодку. Слишком натянут тоже оставлять не будем. Он опять убежал. Тут же везде гвозди, стекла, ёптвою. Сейчас я на поводок его посажу, потому что без поводка сейчас уже огороды и тоже он, вон он, пацанчик. Везде тоже посажено уже морковь, там лук, чеснок, и чтобы огород не топтал. А эту ты позовешь, она моментально прискачет, а этот-то пока непослушный. Он какой ил. И здесь уже Жигули 100%, 200% не проедет. Ил 3 сантиметра, но как мыло. Она как мыло, даже хуже. Не раз приезжал, не раз застревал тут. Только лодку надо убрать оттуда, там мешает. Лодку уберем. Смотрите, как скользко. Тут никакой джип не проедет. Какой джип не проедет тут? Ну вот. Такая прогулка, ребят, получилась с утра. Сейчас за хлебом надо сбегать. Хлеб купить. Ну, в будку вода заходила. Там у меня все шатало. Вот, я не знаю, примерно вот до сюда она вода доходила в этом году. Вот где-то вот так. Примерно. Но максимального уровня еще не было вот до сюда. Все. Ладно, буду звать и посажу. Где у меня поводок? Надо посадить на поводок. Вот такой поводок у меня с собой. Это Тулана. Да, айда, позови Тулана. Где Тулан? В общем, ребята, вот такое состояние реки у нас. Вода падает. Сейчас уже скоро можно и на нижнюю избушку на машине проехать. Там, в принципе, тоже через маленькую речку мост, наверное, уже скоро видно будет все. Просто дорога, чтобы подсохла. И будут еще походы на машине. И скоро в ближайшее время я поднимаюсь съездим на лодке, в общем, на верхнюю избушку. А на сегодня все. Всем пока. Мы пошли домой. Да? Лок, лок and